Перед показом премьерного фильма музыканты, сыгравшие в нем, исполнили несколько произведений из предыдущих частей Харахару Арихабы. Президент Абхазии Рауль Хаджимба в своей поздравительной речи поблагодарил автора фильма Эму Ходжа и всех, кто принял участие в его создании, за то, что они вдохнули новую жизнь в песне войны. Автор музыкального фильма, журналист Эма Ходжа, тщательно подбирала песни, рожденные в трудное для Абхазии военное время, ведь у каждой из них своя история, свой исполнитель. Многие из них так и запомнились зрителям с гитарой и в окопах на передовой. Это первичное исполнение песен особенно дорого. Вот почему перед авторами стояла сложная задача – исполнить композицию достойно. И они это сделали. Музыкант, аранжировщик, композитор Анри Гумба признается, что над каждой композицией они работали очень деликатно. Он упал, сраженный наповал. С начала музыкального проекта Харахару Арихабы в нем приняли участие около 100 человек, сыновей и дочерей реальных героев войны. И, конечно, сами ветераны. Сарасгонала абипараква реймадара нагдзахойт хаскуянагут избанзара брагашбет забасшархат хаядзалан забасша рыматазишцана акино аджабзарги уртрымякузагирна сазаджар аджар хамазар хтыла ямука пепш рабасша раша корхозара аджар хтыла. Военные песни поднимали дух наших бойцов, вселяли надежду, помогали собраться силами. Они проникнуты болью и трагизмом Отечественной войны. В третьей части фильма нашлось место и драме, и любви, и героизму. Кадры военной хроники плавно переходили в современные постановочные съемки, дополняя и как бы продолжая друг друга. И это одна из особенностей третьего фильма. С 2011 года, с самого начала съемок музыкального фильма Харахару Арихабы, посвященного памяти первого президента Абхазии Владислава Ардзимба, генеральным спонсором проекта является компания «Аквафон». Когда впервые авторы проекта Эма Ходжа и Тимур Кучеберия озвучили свою идею в нашей компании, она нашла понимание и помощь. Ведь в нашей компании у истоков компании работают те люди, которые были причастны к победе, те люди, которые освободили нашу родную с вами землю от захватчиков. И, несомненно, мы верили в то, что авторы смогут передать колорит, дух и мощь тех песен, которые порой в самые сложные времена помогали нашим воинам. Продолжением фильма «Песни нашей победы» стали концерты живой музыки. Если до этого зрители могли видеть только фильм, сейчас музыкальная группа «Амар Рекордс» вживую исполняет песни, рожденные войной. Концерт подарил незабываемые впечатления зрителям, среди которых были и родственники погибших добровольцев Северного Кавказа. Исполнение военных песен в новом звучании затронуло души всех зрителей. Продолжительные аплодисменты и крики «Браво!» в благодарность авторам проекта и музыкантам. Рената Шакая, Артур Каландия, Абхазское телевидение.